Сегодня в ауле Инжичекуна Абазинского района состоялось торжественное открытие памятника жертвам Кавказской войны. Монолитный гранитный камень с тематической гравировкой украсил центр населенного пункта. Это дань памяти и скорби по погибшим, по тем, кто не смог вернуться на родину и похоронен на чужбине. С места события репортаж Фатимы Дауровой. С самого утра жители Инжичекуна готовились принимать гостей. Женщины аула готовят традиционные лепешки с сыром, обжаривая их в кипящем масле. А представители духовенства читают Коран и совершают обряд дуа по умершим. На такое важное событие гости приехали из Кабардино-Балкарии. Это представители этнических абазин, проживающих там. Делегация из Абхазии, ближнего и дальнего зарубежья. Когда мы ставим памятники, отдаем дань памяти жертвам Кавказской войны, жертвам махаджирства, мы должны понимать, что сегодня нужно созидать, нужно объединяться и работать с тем, чтобы в будущем, не дай бог, не повторилось что-либо подобное. Много трогательных слов было сказано выступающими. В каждой речи красной нитью проходила тема, которая до сих пор жива в сердцах и народной памяти. Честь открыть памятник достался главе Абазинского района Мухаддину Нирову и председателю Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусею Кзекову. Это очень важное событие для того, чтобы мы смотрели вперед, зная историю, смотрели вперед и делали все необходимое, чтобы всегда был мир. И нужно знать, что нужно сделать для того, чтобы был мир. Быть вместе, быть в единстве. Эта идея поставить памятник жертвам Кавказской войны возникла где-то лет 10 назад. У односельчан, я тогда тоже в инициативной группе был, но у нас тогда не получилось. А сейчас вроде бы опять вопрос подняли, у нас, слава богу, у нас все это получилось, и мы вот этот камень искали его долго. А нашли его в Хурзуке. Каменный пласт идеально подошел по всем параметрам, и после обработки и реализации художественной идеи мастера он встал на свое место. Его роль оказалась очень важной – хранить историческую память народа, быть символом столетней войны и напоминанием о том, как ценно мирное небо над головой. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.